шеф-повару Николаю Атласову готовить якутскую кухню. Всем привет! 18 декабря, среда. Сегодня мы едем к шеф-повару Николаю Атласову готовить якутскую кухню. Ну вот решил начать съемку днем, показать вам, какой стоит в городе молочный туман в Якутске. Посмотрите, как круто. Но сегодня говорят, что отменили занятия вроде там детям с какого-то по какой-то класс начальные. Потому что до 45 уже дошло. В волоке ходишь. Не знаю, очень круто, мне прям нравится. Балдею. Потому что это все так необычно. Блин, подбородок уже отмерз. Забыл балаклаву одеть. Ну я вышел так на 5 минут на обеде. Решил забраться чуть повыше. Посмотрим. Блин, даже здание не видно. Вот тут вот прямо высокое здание в этом тумане. Ой-ой-ой-ой. Нифига себе, блин. Без балаклава вообще тяжко. О, аж говорит, что становится. Ну что, мы снова в гостях у Атласовых, в доме Атласовых. Сегодня морозец такой вот. Посмотрим, какие сюрпризы нам приготовил Николай. Сейчас выдувает. О, здрасте. 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 Самая северная кухня. Ну что, пришли на кухню, Николай нас встретил. Готовимся. Все по уму должно быть. Так как я собираюсь участвовать в процессе, я должен быть по форме. Ну, формат такой, домашний. Ну так и нужно, да, по-домашнему. Вот. Да. Давайте как раз, у нас же минус 45 на улице. Предлагаю для начала приготовить мороженое. То есть самое традиционное якутское мороженое, которое у нас издревле, получается, делали наши предки. Просто мы туда добавим, получается, сахара, ну, то есть уже раньше, если сахара не было, то сейчас уже... Да, почему нет? Да, все. Скорее всего, не кушать, а дегустировать. И, да? допустим, ты же создаешь конструктор, и ты должен, допустим, какие-то детали, а вместо деталей у тебя вкусы. Да. И ты соединяешь вкусы, и, допустим, где слишком сахара много, допустим, кислоты добавил, где-то слишком кисло, сахара добавил. Ну, регулировать. Брусничку. Еще не пробовал мороженое бруснику. Никак. Прикольно. Она только что из морозилки уже можно есть ее, получается? Да. Ну она, получается, видишь, в чем его прикол. Лето у нас короткое же. И за этот короткий период они должны уже вырасти и еще дать семя следующим потомкам. То есть, считая 3 месяца лета, они уже должны... Да. В конце августа уже... Просто я удивлен, что из морозилки только достали, уже вот я пробую, можно кушать. Да. Мы так чернику замораживали, но мы ждали, пока разморозится. У меня мама тоже любит морозить. Так, малина весовая. Может, малинки тоже чуть-чуть добавим? Для себя готовим, по идее, перчатки можно было и не надевать. Но бывают разные люди, говорят, ой, что там такое, почему без перчатки. Мы не на продажу готовим, а для себя, любимых. Ну и для вас. Любимых, да? Да. Так, сливки. Сколько грамм тут у нас? Ну, примерно на глаз, сколько хотим. Ну, сколько будет, столько и будет объем мороженого, да? Да. Тут, получается, мы несколько блюд сразу сделаем. Один вариант, возможно, мы просто взбитые сливки сначала сделаем. Покушаем ее с якутской лепешечкой. И то, что осталось, заморозим. Вот такой древний якутский миксер. Название у него есть какое-то? Как называлась, Аданчик? Это я, ё-моё. Туда
надо запустить воздух, чтобы пузырьки остались. Так, хитрость в чем? Сливки надо чуть-чуть заморозить. Не комнатная температура должна, она быть чуть-чуть холодная. И тогда они начинают сбиваться. То есть воздух в сливки заходит, пузырьки появляются, и они остаются, не выходят. И тем больше пузырьков, тем лучше. Взяли. Понял. Снизу вверх, снизу, вот пузырьки пошли же. Получается, приподнимать нужно немножко? Да, приподнимать, принижимать. Ну, опять же, скорость увеличивать. И по всему кругу. Мы куты так делаем. Всегда, если даже крутим что-то, по часовой стоит. Солнце крутится по часовой, мы тоже по часовой. Все. Понял. До конца вот. Есть же массажи разные точки, вот. Тут все точки. Считай, что полный массаж прошел. Настоящий якут. Все уже, получается? Получается. Сначала надо чуть-чуть медленно, потом чуть побыстрее. Сколько по времени занимает процесс, если все правильно? Ну, очень быстро. По идее, буквально 3 минуты. Очень быстрое блюдо, допустим, обычно его делают утром, когда просыпаешься. Бодрился заодно, да? Да. Зарядка. Потому что плечи уже немножко так забиваются чуть-чуть. Ты ж спортсмен. Так-то я редко такие движения делаю. Масло, в принципе, тоже так же делает. Здесь должно быть теплое, да, и она превращается в масло. Да. Ну что, у нас все почти готово, да? Да, давай попробуем. Берем. Хопс. Вот так вот, да? Вот так. Ложки. Ну, чтобы ложки, не облизывать, да. А то как-то странно будет. Да. Ну да. Прикольная штука. Так, у нас это порвалось. Но есть такая штука, пленка. Она для повара вообще. И спасение. Она, возможно, ремнем послужит, когда спадает. Она же еще и бинта. Те, кто живет в Якутии, могли это блюдо, в принципе, пробовать и кушать. Это называется мартышки. Продается в магазинах. Вот. Кто не видел, как готовится, пожалуйста, смотрите и записывайте. А у нас же минус 47, сказали, на улице. Или уже 48 стало. Быстро схватятся они там. Да, они быстро схватятся. Ничего, что слипается. Куда денутся? А еще будем такую тарелку? Я хочу так же сделать. Угу. Видите, благодаря тому, что мне все это в Якутии интересно, я могу пробовать разные профессии. И поваром немножко побыть. Ну. И еще кем-нибудь. Что-то они такие красивые, как будто бы она где-то... Не, вообще поварское это то, что даже вот иногда вот так получается. Его надо сделать так, чтобы это специально так вышло. То есть, если что-то не получается... Я так и планировал. Типа. Да, ага. Ну, я так и планировал. Да, да. Ты всегда прав. Как-то плохо она как будто. Застряла, наверное. Штуки испортить. Ягоды, все, да? застряли. Да, и сейчас самый главный вопрос у тебя, куда ягоды сейчас положишь? От этого зависит все. Допустим, здесь у тебя вот этот стоит, здесь 3 ягодки, она будет, о, это шедевр, это кто сделал? Вот, например, да, я был в кузне, я там ножик ковал, но все равно мне нужен в конце был мастер, чтобы он добил и все привел к тому состоянию, в котором оно должно быть. Так, красота Включаем и прелесть. Все художество, Так. искусство. И вот начинается искусство. А мы сейчас еще оладьи будем делать к нему. Ну и тогда уже полная картинка встанет. Теплая с холодным. Это ж можно зубы попортить, нет? Это мой учитель, Николай Штарбахов придумал. Все, выходим на улицу. Давай. Куда кладем? А? Давайте контакт. Ты же так температура на улице, да, получается? Ну да. Шоковая заморозка. Пар-то какой изо рта.
Или макать Да, вообще, мы да? обычно вот так макаем. Покушать-то я очень люблю. Мне кажется, повар не может не любить есть и при этом хорошо готовить. Олег, Саша, я печу. Ага. Записывай так. Прямо. Вместо хлеба еще должны быть Да. оладушки. Это не хлеб, это якутская лепешка. А, лепешки Да. якутская. Она Самый вкусный, без, обычный. бездрожжевая, на Дело. кефире. На кефирчик, да? Да. А, Кефир, мука. я думаю, вкус такой необычный, интересный. Угу. Я потому что из-за кефирчика. Ну да. Ну если людям интереснее будет, будем еще снимать. Если интересно будет что-то еще приготовить, внизу комментарий пишите, что хотите увидеть. Там у нас есть печка, там можем все, что от пиццы до жеребятины, оленину, там жаркое, там. Так что еще нас ожидает очень много блюд по вашему заказу. Если интересно будет. Если будет, ну, будет интересно. Я постараюсь. Тем более я уже вижу, что интересно. Ну, посмотрим, сколько лайков будет. Может быть, мы вообще сегодня открываем целый цикл телепередач. Если интересно, можно, почему бы нет. Люди смотрят. В Якутии захотят, да, Николай? Ну, это наша цель. И на камеру уже видно, насколько это вкусно. Я думаю, должно быть. Слышите? За ушами трещит. Вот это оно. А вот мандар. Пусть якутский нож. Мандару сделал? Да, Ух ты. Вот. А здесь его клеймо, да? да. Где? Вот. Ничего себе. 4470 нож. А это он так номера пишет, да? Ну-ка, Да. видно, Сколько? видно, интересно там. 4000. Он каждый нож делает нумерацию, да? Когда в воду бросишь, она как поплывок. А будет плавать, да? Не плавает, даже если чуток утонет, она будет, где-то, да, да, будет держать. Мандар Ус, мастер, сделавший этот нож, это самый именитый мастер Якутии по... Вообще, кузнец, самый именитый кузнец. То есть на кухне вот эти два ножа, они обязательны. То есть шеф-нож, это для разделки, тонко нарезать и так далее. Это для строганины, для индигирки, то есть ну, без него никак. Печь. Я не рассчитал этот. Когда пол здесь упал, я внизу утеплитель не поставил со спешки. И она вместе с землей сейчас у меня уходит. Ага. Я же сам печки делаю все. В смысле? Здесь тандыр. Ты это все сам сделал, вот это? Ну я все сам делаю. Ух ты, ничего себе. Здесь тандыр. А тандыр это что такое? Ну, здесь мясо можно большими А. кусками можно прям положить. Не. Вот, и открываю и закрываю, все. И здесь ложу и все. Блин, вообще печки очень люблю, все, что связано с огнем. А здесь что-то приготовить, но она Крутая тема. с душой получается. А? Как называется? Печка. Помпейка. Ну, между русской и итальянской печкой, короче. Помпейка. Вот эта печка, допустим, у меня уже работает полгода безостановочно. То есть она Постоянно безостановочно горит? Постоянно горит, да. Ничего себе. А вот те профессиональные печки, они максимум до 300. А, то есть там жар такого никак не Да, получится, да? и как здесь? видишь, мясо, почему сочное? Потому что температура сразу 400-600 градусов корочку делает, И держится вот так вот, да. а она уже сок. корочкой покрыла, а его чуть-чуть отодвинула, она дальше, то есть уже доготавливается. И в этом весь секрет. Сейчас мы его попробуем. Ну-ка. Готовка будет. Это уже замаринованные кусочки? Или как Ну, они там? они уже приготовлены практически в виде. Копченое какое-то? оно? Да, копченые такие. Я потом покажу, если интересно будет, расскажу, как коптить мясо, приготовить и за 5 минут подать в гости. За 5 минут? Да. То есть из холодильника достать и за 5 минут? Да, стейки какой прожать ты хочешь. Она готовилась в вакуумной упаковке, сибит называется технология. Она готовилась там 4 часа при температуре 64 градуса, что ли. Да, 64 градуса. Ну все, можешь. Это вот это томление, да? То, что ты мне Да, что-то да, говорил? да. Вот смотри, сразу положил. Ага. Начал. Да, его- да, вообще круто.
Можно переворачивать уже? Да, можно так. Или всё? То есть там, где температура хорошая, надо его приблизить, чтобы... А как то дрова прям туда закидывать их подальше, Да. а потом пихать, да, туда? Да. Вот они лежат, да, с мороза. Все, ждем. Сколько ждем? 5 минут? Да, Быстро. В общем, это все будет. Так, ну все, 5 минут. Прошло, уже все, можно доставать. Ну, колбаску добавили. А вот так это? Вот эти секретики. вот с той стороны вот она такая. А ее даже переворачивать не надо было, там, да, она так лежит и... Ну, я просто разные вариации показывал. Так тоже можно, типа. Так. А вот это я позже вытащил, поэтому что-то постоит еще. Что, пойдем попробуем? Конечно, пойдем. О. Вот это красный, это дым. Так под углом нарезать, чтобы побольше кусочки были, да? Ну да. Если она тонкая. Да. Не, вот когда температура идет, сжимается. И ты должен, по идее, подождать чуток, чтобы она обратно всосала. То есть, Отпуск такой да, произошел, да. как бы, да? Мясо же это как волосы. То есть они все в этих волокнах. Волокна, да. И они когда сужаются, то есть где-то вот прессуются, а потом, когда остывает, она начинает, да. И поэтому его надо чуть-чуть подождать, чтобы, по идее, ну, мы так попробуем. Это соль со специями, да? Дымок прямо чувствуется, да? Ну, я бы еще подсолил для себя. Послание люблю. Ну, говори, что? Не рот занят, что говорите? Как раньше говорили, чтобы во время еды дети не разговаривали? Я уже забыл эту фразу. Когда я ем, я глух и нем. Да. Когда вы едите, нужно именно наслаждаться едой. Не надо сидеть в телефоне, смотреть телевизор. У вас мозг дает сигнал в желудок, чтобы перерабатывать пищу, переваривать. Что это колбаска? Хорошо, что сегодня обедал последний раз. В 12. Заработался? Ну, перекусывал чуть-чуть. Тут натуральная кишка, да? Да. Что там? Да. А это что за... Говядина. Говядина, да? Да. А это продается здесь наборы, чтобы это сделать колбасу? Да. То есть можно купить кишку, да, она уже мытая, очищенная. Да? А внутрь же можно что угодно, эти кишку покупаешь, да, или там... Да, можно как фантазия кровяную это сыграет. колбасу там. Вот это хочется почему-то такой кусочек. Раскуроченный люблю всякие штучки. Так, а ладушки будем делать? Да? Будем, да? Хорошо. Ты так спросил, как будто бы уже не будем, да? Вроде как уже оставили, я все равно вернулся к тарелке. Не удержался. Последний кусочек кто заберет? Да? Кто быстрее? Я вам Это что такое? Готовим ладушки. Это молоко у нас тут? Да. Давай я сейчас нагрею его. Я, кстати, тоже эта штука все время использую. Дома даже так зажигал. Удобно же? Что тут да. зажигалка чиркать? Он прикольный. Тут же есть фирма. Какая фирма, кстати? А, нет. Чингисхан. Нет. Чингисхан. Есть Ермак фирма. Вот я такой купил. Фамилия Ермаков у меня. Вот. Ну еще вкуснее Ермак. получается. Да-да-да. Ну, не до кипения, просто подогреть. Да, надо, да, чтобы этот... Чтобы нормально все там. Да, и не впитывало масло, оладушки сами. А? Не знаю, у нас так готовят. По технике. Кушать, кушать. А это то же самое, да? Да. Да. Горячее. А, блин. Муку приготовили, яйца приготовили, молоко подогрели, масло достали. Оп. Штатив чуть не сломали. Так. То есть, если мы до кипения довели бы,
то у нас яйцо бы сварилось. 37, 38, 40 градусов. Ну, примерно. Солички обязательно. Да. Усилитель вкуса. Соль Да. это естественный усилитель вкуса. Соль и сахар. И сахар. Соль с сахаром соединяется и начинает работать. Ну, люди опять же пишут в граммах и пудрят мозги. Тут человек должен сам включать свой мозг. Нужны принципы. Может, забабахаем вафли? Да. А в печке дровяной. Конечно. Старинный этот есть. Да? Вафельник стоит? Ага. Давай, конечно, забабахаем. Сейчас. Хотелось есть. Пойду приготовлю что-нибудь. Замучу. Интересно. И начинаешь готовить. Когда едешь в дорогу дальнюю, это обязательно нужно покормить духов. Да. На границах обычно улусов, да, вот на границах районов вот Ну, плюс еще останавливаются. священные места есть. Как, Вот допустим, места, да, священные? А я как-то сразу эту привычку перенял, вот, как духов Ну, кормить. типа уважение. Мгм. Ну, у каждого народа все равно свое есть. Но я иногда вот думаю, то, что у всех одинаковое оказывается. Только формулировка другая и Другая чуть-чуть, оболочка да, немножко, и да. по-другому, допустим, подают. Суть та же, да? Да, суть та же. Потому что все народы едины. Да. Так, ну все, тесто замесили, теперь надо ему дать, как говоришь, отдохнуть, да? Да, тут он обязан отдыхать. И приводит себя, то есть, в равновесие. Мгм. И потом уже, когда закричит: готовьте меня, я уже готов! Ты берешь и делаешь. А это Коля меня угостил индигиркой. Сырая замороженная рыба. Очень люблю ее. Типа строганина, только нарезанная кубиками. Ну, в основном ее в ресторанах подают. Дома обычно все строгают. Ну, насколько я сталкивался. Не знаю, я тоже строгал. У нас пока перерыв. Очень интересно, на самом деле, мы же готовим, и параллельно кухня работает. И процесс прям вот, ну, как люди бегают, так, заказ такой-то, то-то, то-то смотрит, там это, так, подали индигирку, нет, где там, то-то, то-то, люди ждут. А это мы застали процесс упаковки заказа. Да, можно заказать доставку домой, сразу с печи, упаковывается в фольгу. 2 слоя, Чтобы горячим доехало, да? Да. И потом пакуется в пакет. И в пакеты. А в пакете уже готовые там, получается, салат, соуса, одноразовые вилки, там, салфетки. Там. Ага, круто. Прикольные такие деревянные тарелки. Интересно, продаются такие в магазинах? Я бы с такой кушал дома. Это соус будет там, да? О, у меня теплица. А, своя есть, да? Ух ты. А что за это? Петрушка, рукола. То есть это просто зеленушка растет, да? Да. Вот она такую Да. маленькую берешь туда. Ну вот, да. Это Да. у нас же теплица Юрий же есть. Ну, Я у них беру, и потом, чтобы они не померли, они стоят в воде. Ну и как, до того, когда она закончится, а потом уже выбрасываем. Экспонаты у нас рабочие. это вообще старинная штука, да? Да. А, я видел же, да, это она Ну. из музея ты сделал. Да. Сейчас будем... Ух ты, круто. Ну, кованные. Откуда эту штуку нашли, интересно? Это один друг мой, Леша, фейсбушник, притащил. Это их родословная. Родословная, да? Он именно в музей отдал, да? Да. И она просто так без дела не лежит. Круто? Ну, да. Хорошо, что... То есть... Но он сказал то, что у нас пылится, а у тебя Ну. понадобится, ты же на кухне, там, печка там, и так далее. Живет, получается, экспонат, Ну, да. не просто лежит. Фейсбук сила. Вот, я ж тебе Идем говорю, готовить. Да. соединяйся туда тоже. Да, мне сложно с соцсетями, конечно, но... Бабушка моя таким пользовалась. Всегда. В детстве всегда в очереди стояли. Вот. Ага, за эти, да? А Да. сразу ели, да? Она не успевает приготовить. Да, не успевает, а там все детишки стоят, ждут, когда все это.
ты же, блин, бедная бабушка, когда там даже у тебя Да. не копится ничего, просто сразу все Да, уходит. с утра начинает есть до вечера. Ну, внуки довольны, бабушка рада, правильно? Ну да. Сколько внуков было? У нас штук 20 было точно. О, ничего себе. Ну, получается, все же работают летом тоже, или отдыхают, И бабушка. а детей сплавляет бабушка Ага, ну в да. в деревне. Да. А что там, хорошо же детям? Конечно. Купаться не хочу. А где деревня? У нас в Мегино-Канкаласском Улусе, Какая? у меня село Сато. Далеко это отсюда? Ну, не очень далеко, километров 80. А, ну, нормально. Ну, да. Ну, посмотрим, получится, не получится. Первый, возможно, не получится, но думаю, должно получиться. Все. Вот тяжелая работа. Она жестко тяжелая. Сама по себе тяжелая, еще если Ну, с блином там с этим. Ну да. И прикинь, еще бабушка стоит тоненькая. Бабушки не такие. Так откуда у них сил столько бабушек? Тоже у меня бабушка постоянно бегала. Там то, все, 5, 10. Все, ждем. Чуть-чуть ждем, да? Мне Ну кажется, да. там сейчас 2 минуты. Всё. Хорошо же получилось? Конечно. Прикольно. Следующий. Значит, ни капли воздуха не пропустила, прямо она вот Вакуум там в получился. вакуум была. Ага. Снизу вот холод, все равно вот мы стоим, я вот хожу в футболке раздетый, а снизу дубак, вон, дрова лежат. Весь день, наверное, ну сколько вот их занесли, давно уже, наверное. Так и не тает. Открывай. Давай. Фух, ух ты. Что, звук такой еще, да? Ну да. Прикольный. Вот старинные вещи, они очень хорошо делали. Вот смотри, уже корочка хорошая появилась. Это прям там герметично все получается, да, да? Так что да. прям она... То есть, вот сейчас делают китайские, они не такие вот, как старые. Тут она с душой, со всеми делами. Вот смотри, вот здесь уже нормально. Вот. И форма такая старинная. Форма вообще интересная. Как, прикольная. как интересно сделали. Летая, да? Ну, летая. Мне кажется, как клеймо кузнецы ставят, примерно так же. Ручная Ага. работа. Ну что, занесем? Занесем. Вот они мартышки. Ой, блин, аж это самое. Руки примерзают. Руки жгет, да, прям. От холода. Да. Что себе от мороза, блин. Ух ты, блин, ничего себе. Ай! Прям это. Держать невозможно, сжигает все. Офигеть. Это север. Да? Ну вот, я что говорил? А, вот они сразу. Да, да. Так бы они тарелки были. Да, и их надо было отогреть снизу, чтобы оттуда вышли. А здесь все. Видишь? Давай я тебе оставлю. А это что подогреве? Тарелку? Да. А зачем ее подогреть? А мне нужно, чтобы она чуть-чуть растаяла. Опа, совсем забыл. Это же другая тарелка с этим. С металлической этой, да? Да, это же. Ну-ка, заценим. Ледяную. Язык не прилип. Да. Ну, нужно прям разжевать нужно. Видишь, там Ой, потом все, пошла прикольно. надо чуть-чуть подождать. И поэтому говорю, чтобы она даже если чуть-чуть растает, она превратится в взбитые сливки. Начали с перчатками, кончили с перчатками. Давай, давай. Заготовки сделали, и они хранятся очень хорошо. Вот оно, вкус севера. А, ты говорил, что в них даже вкус... Да, Вкус получается, мороза внутри. Да. Допустим, те сливки, которые мы пробовали, они другого вкуса были. Подморозились, совсем другой. Это все равно, допустим, есть картошка жареная, картошка вареная, ну и пошло-поехало. Да, да. Как в том фильме. Подморозил, и вкус поменялся. Она уже насытилась. Это получается, мы сейчас пробуем вкус минус 45 или 47, да? Уже 47.
Вы когда-нибудь пробовали еду Нет, со ты вкусом... возьми с этим. С этой, да? Угу. Ну, положи прям туда. И вместе. Пробовали когда-нибудь еду со вкусом мороза в минус 47? Это вкусно. Казалось бы, просто простые ингредиенты. Угу. Но метод приготовления тоже какой вкус придает, да? Даже на чем делаешь. Ну, то есть, получается, ты когда, если на обычной духовке или где-то сделаешь, или на газовой плите, это другой вкус. Ну, допустим, это все это настоящий огонь, настоящий. Вот это старинное, Да. которое, да. Это мы сейчас вкус деревенской еды кушаем. Да. Я вот сейчас представляю, что я прям ем именно те самые блинчики, которые твоя бабушка готовила. Ну. Вот почему, Как будто бы допустим, я стою в оладушки очереди. очень вкусные, потому что она же на живом огне готовилась. Даже точно все повторишь, как она сделала, не получится. Ну что, у нас сегодня с вами был маленький эксперимент, в моем случае эксперимент, потому что я первый раз снимаю сюжет именно в таком формате, новом для меня. Спасибо, вот, Николай, что организовал, и тебе, Николай, спасибо, что пригласил нас к себе. И очень круто было, что мы именно побывали на кухне, именно не просто где-то в сторонке поготовили, а побывали в самом цеху и прям в разгар всей движухи. Сейчас вечер, люди как раз пришли, там заказы делают, и вот мы прям наблюдали это, и интересные блюда поготовили, и наблюдали, ну это я сам наблюдал, конечно, я вам много чего не показал, все-таки это немножко интимный процесс, вот, но тем не менее я вот все это смотрел, это было даже вот просто наблюдать очень интересно, вот, так что спасибо тебе еще Да, раз. если будет интересно, там пишите в комментариях. В следующий раз, если будет интересно, дальше будем готовить этот проект. В принципе, кулинарный проект тоже интересен людям. Да, кстати, может быть, у нас сегодня начинается новый проект. Самое главное готовить и же кушать самое Да. после эфира, да? За кадром там много съели. Ну все, спасибо тебе большое еще раз. Давай. Все, до встречи. До встречи. Здесь теплее. Пока не снимай. Пока не снимай. Теперь снимай, пока не снимай. А вот посмотри, якутский нож. Сейчас покажу. Поварской, якутский первый нож. А лучше не показывай. Уже все. Затопился чуть. Затупился. Ага. Вот смотри, уже убили. Я его идеально вообще делал. Ты смотри, камеру не сожги. Ну я так уже делал. Аккуратненько. Люди не смотрят, когда затянутые. Ну да. Нужно резать так вот. Чик-чик-чик-чик-чик. Смены постоянные были. О, начинается уже.